82% родителей и детей республики выбирают для изучения родного языка в школе чувашский. Хотя среди них есть ребята разных национальностей. Например, в 40-й школе Чебоксар почти все ученики учат чувашский язык не как государственный, а как родной. Чем отличаются программы этих двух предметов, выяснила наша съемочная группа. На уроках Александр Марсович ребята не говорят на русском. Мимика, жесты, самые разные движения помогают школьникам хоть и не с первого раза, но все-таки понять значение чувашских слов. В помощь учителю и игровая манера ведения занятия. Если раньше на передний план ставили грамматику, переводы, то сейчас мы немного отходим от этой системы и на первый план ставим коммуникацию. Александр Марсович в этом году стал лучшим учителем чувашского языка и литературы в республике. Теперь он будет представлять наш регион на всероссийском мастер-классе учителей родного языка в Москве. Еще в 2012 году с этого конкурса он вернулся победителем. Сегодня Александр Марсович преподает чувашский язык не только как родной, но и государственный. А это два разных предмета. На уроке родного чувашского языка более углубленно даем знания. На уроке государственного языка мы больше общаемся, больше упор делаем на знание культуры чувашского народа. Какой из этих предметов будут учить ребята, они решают сами вместе с родителями. Так, в этой школе почти 98 учеников выбрали чувашский язык. В нашей школе обучаются дети из национальных государств Таджикистана, Литвы обучаются, и эти дети выбирают в качестве изучения учебного предмета родной чувашский язык. Очень интересно, так как этот язык очень похож на мой родной язык татарский, так как у меня мой отец чуваш, а мама татарка. В деревне использую, более-менее разговариваю на чувашском. То есть как-то первые 4 класса мне он был не очень интересен. Я его считал не очень интересным, но с 5 класса мне как-то я в него увлекся. Каким будет школьный план после обсуждения в Госдуме законопроекта об образовании, в школе не знают. Однако учителя надеются, что чувашский язык останется обязательным для изучения, но с возможностью выбора предмета. Именно такая программа и действовала в уходящем учебном году. Анастасия Евгеньева, Ирина Николаева, Игорь Ульянов, Вести Чебоксара.